Погнали. Погнали на заправку. А вон, куда мы поднимались на источник, это гора Айги-Орги. 500 метров над уровнем моря, и там же источник. Да, классное место. Но мы на саму гору не поднялись, не успели. Не хватило времени. В другой раз. Мы только к источнику поднялись. Так далеко стереть вкус ноги меня спасают. Смогла лишь ты, хотя хотели ноги гори головой. На землю пустят долгие дороги. Ты мою душу обнимаешь. Мне нужен огонь, мне нужны твои ожоги. С ума вы зашли, половины станции. Как вы боитесь, мне нужна гравитация. Тебя подожду, сорвали работы. Жарит любви, это эвакуация. С ума вы зашли, половины станции. Как вы боитесь, мне нужна гравитация. Тебя подожду, сорвали работы. Жарит любви. Это эвакуация. Фух, ладно. Если мы по факту
почти доехали уже до заправки. Вот нам прямо. Доехали. Сейчас заправимся электричеством и погоним домой. Надо спросить у них, есть у них электричество подзарядиться. Фух. Электричество есть, а если найдем, да. Включение судака. Вечер 24 июля. 8 часов вечера. Какая прохлада, какой кайф. О. Покушали хот-дог, кофейка навернули. Навернули потом еще этот батончик. И, короче, мчим на Коктебель. Свеженько так даже на скорости. Там в Солнечной долине, наверное, прям так, ух, в майке. Но ничего страшного. Это ж лето, а не весна, осень. Вот такие дела. Да, народу, конечно, сейчас просто тьма. Самый пик, блин. Самый пик. Ну, теперь надо покрутить. У нас времени не так много уже. 8 часов, это нам 1,5 часа ехать. Ну, 2 часа максимум. Смотря как ехать, спешить, не спешить. Вот. Так, что это он выехал? Разворачивается. Что он делает? Передумал ехать. Или забыл что-то. Да.
подняться на самый верх. На турбо едем. Можем себе позволить ехать на турбо. Раньше не мог позволить себе ездить на турбо, только на ЕМТБ с нового света, с Судака. А здесь больше заряда, и я могу кайфовать. Вот такие делишки. О, как же хорошо сейчас, блин. Не жарко. Солнце уже село. Да, песня. Просто песня. Надо поднажать. Надо за 1,5 часа домчать. Надо найти, посмотреть, может можно сюда поставить спереди звезду больше. Оно и на подъемах будет легче получается. И по ровной террасе можно ехать, ну, с большей скоростью. Ну вот, например, я 45 еду. Вот здесь, вот так сейчас. А так можно ехать 50-55. Где-то так вот. А так у меня не позволяют звезды крутить быстрее. Ну, то есть на километров 5-10 вот. А 5-10 километров на расстоянии это так играет существенную роль. О, да, кайф ехать вечером, летом, когда жара спала, просто кайф. Просто летишь. А на заправку заходишь, а там такая прохлада, блин. Кондер там у них мощный. Аж даже так, свежо. Вот такие делишки у нас. Вот такая красота у нас. Сзади машина. Ну вот, машина доезжает нам на вот машине за час. Я доезжаю за, ну, наверное, да, не за 1,5 часа, а за 2 часа. Ну, можно засекти, вот я в 8 часов с заправки выехал. Ну, может, час 45. Блядь, без фар едут. Уже пора хотя бы включать ближний. Я вон включил уже ближний свет. Машина, да, со скоростью 80-100 в основном здесь ездит с такой скоростью. Вот еще один Вася. Фары включи, Вася. 80-100 вот за 1 час. А там здесь серпантин, там они быстро все равно не едут. Там 60, ну 80 там. Вот. Но я еду с какой скоростью? 25, 30, 35 там. Ну, спуски, понятно, быстрее. Ну, за 2 часа, да, максимум. 2 часа ехать, да, мне.
То есть разница вот такая по скоростям. За 2 часа, да, по-любому можно доехать. Кто-то звонит. Они передумали. Передумали звонить. Фух. Да, свеженько, свеженько. Радует еще то, что зеленое все прям такое здесь. Хоть и жара была 40-39, а зелено так вообще прям не посохло. Да и дождей особо не было. Что там, пару раз так покапало и все. И зелено так. Вот это радует, да. Потому что здесь, в этой стороне, все-таки зелени больше, чем там у нас. У нас не хватает зелени, блин. Не посадили в свое время зелень там много. Так только местами, там-сям. Можжевельников там не хватает, сосен. Может, конечно, почва там другая. Там же есть можжевельники, ой, эти сосны растут же. Но можжевельников нету, да, вообще нигде. Только если во дворах. Ну вот у нас во дворе, у нас можжевельник, да, растет. Как бы ничего, нормально все. Поливать надо там, понятное дело, ухаживать. Не, особо ухаживать не. Зимой там подвязать там или там что-то, ну там обрезать, да. А если так где-то он в горах, он растет и растет сам, что там ему? Он в новом свете полно можжевельника. Никто что ничего не ухаживает, просто дикий можжевельник. Вот такие дела. А мы подъезжаем к первому подъему. Ветерок дует. Фух. Ветер встречный фигачит. Мотоциклах. Малые. Откуда это они едут? Фу. Да, винограда просто полно. Да блин, ну если я не беру, значит я
Не беру. Тут нету связи. Подъем, 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 подъем. Пошел подъем. На обычном велосипеде, конечно, вот этот участок, Новый Свет, Коктебель или там Феодосия. На обычном велосипеде это, конечно, такое удовольствие тяжелое. Хоть на МТБшке, хоть на шоссейнике. Ну, на шоссейнике, в принципе, еще может более-менее. Что там, он легенький. Чик-чик-чик, идешь, идешь, идешь. На МТБшке, конечно, тяжело здесь. Не, проехать можно вообще, но долго. Время все, да. На МТБшке этот участок, наверное, за часа 3 проедешь, 4 и умотаешься весь. На следующий день уже никуда не захочешь ехать. А на e-байке вообще, на электричке, на следующий день этот же участок можно проехать повторно. Ну, как бы нагрузка есть, но так, как бы не такая, как на обычном велосипеде. Но смотри, как на каком режиме ехать. Если на тур режиме, то да, нагрузка есть. Если на МТБ, то чуть полегче. На турбо вообще практически не ощущаешь, тем более по асфальту. Но на турбо, чтобы ехать, надо вот минимум, чтобы было 1125 ВХ. Ну, 2, то есть батареи. 625 плюс 500. На турбо кайф, да, вообще по такой дороге ехать. Вот я еду, просто кайфую. Нагрузка есть, но ты ее практически не ощущаешь. Особенно если никуда не спешить, да, вообще фигня. Едешь и кайфуешь. Крутишь педали и кайфуешь. Фу. Да, сейчас надо будет очки уже поставить. Вечерня-ночные. Для зрения, чтобы лучше видеть. Чтоб лучше видеть вас всех. Не, по таким дорогам, да, ездить офигенно. Легковые только машины ездят. Ну это ж не трасса там, ну где-то там, как вот Таврида, например. Я вообще по Тавриде вообще не езжу. Я только по ЮБК вот езжу, по нижней стороне. Вот. Ну и в Ялте, когда я тоже езжу полностью по низу, редко когда выезжаю на трассу на Севастополь, только если в Форос еду. Но в Форос я еду
по трассе, а потом поднимаюсь на Старо-Севастопольское шоссе. Ну, я там до Алупки доезжаю, да, и потом поднимаюсь. Сейчас поменяем. Фух. На спуск. Таврида. 4 километра. Никого сзади нету. Главное налево. Уступите дорогу. Палатку кто-то поставил. Вау. Залетели на подъем. Забраться. Там где-то есть дальше заезд на скалу. Где-то там дальше. Собака смотрит. Думает, нифига себе, пассажир топит на подъемах. Да, электричка. На электричке топить можно. Кафе. Wi-Fi. Да, понятно, что кафе и Wi-Fi. Все есть. 20:30 уже. Ух ты, блин. Да нормально, нам надо до Коктебеля только домчать. А там уже пойдет легче. Фух. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, природа Крыма удивительная. Везде классно. И здесь, и в Феодосии, и в Алуште, и в Судаке, и в Ялте. Но, конечно, лучше всего, да, вот эта часть от Феодосии до Ялты. Вот. Там, где есть не только море, но и горы. Горы, да, это классно.
Что это? Шапка. Кто потерял шапку? Так, ну что, встретим вечером лисичек? Или лисицы все спят уже? Ух. Лисички-сестрички. Лисички-сестрички. Какой-то заезд там он был дальше. Мусор, не бросайте мусор. Куда-то дорога в лес перекрыта, в леса. Да, тут леса такие нормальные. Ого, тут свежо, блин, капец. А я в майке в одной. Свеженько здесь. Топим на подъем. Пошел жирный подъем. Немножко. А потом пойдет спуск в Щебетовку. Фух, да. Какая-то дорога есть там лесная. Лесная дорога. Фух. Пока на ближнем будем ехать, потом переключимся на дальний. Сзади машина, спереди машина. Фух. Фух. То чувство, когда машина стоит дешевле, чем твой велосипед. Поехал только что этот Ланос. Ланос стоит сейчас 1200, 250. А мой велосипед стоит намного дороже. А почему так вот? Вот почему велосипед электрический, да, стоит дороже, чем даже, ну, скажем так, самая простая на вот сейчас машина. Почему так? Из чего это складывается? Велосипеды, да, дороже стоят, получается, ну, не простые велосипеды, а вот именно электрические. Почему они стоят дороже, чем Ланос, Жигуль, там, девятка, десятка, там, Kia, Hyundai, там, с большим пробегом. Kia, Hyundai есть по 800 тысяч стоят. Ну, естественно, не новые, а там лет им там 7, 8, 10. Вот почему так. А электрические велосипеды стоят 700-800 тысяч. Лян есть. То есть, чего такая цена?
на велосипеды, блин, и почему они стоят дороже, чем некоторые машины. Непонятно. Может, потому что на таком велосипеде ты можешь ездить везде, по дороге, по асфальту, вот, по набережным, там, заезжать в лес, по тропинкам, по горам ездить, а на машине ты ж по горам не поездишь. Вот почему так? Наверное, все-таки из-за вот этого, что ты можешь на этом велосипеде по горам ездить. То есть в горы можешь подняться, не по асфальту, например, вот как на Петре вот ездят, да, по асфальту машины, а ты можешь по лесу, тупо по лесу, по этим всем дорожкам ехать, подниматься в горы на подъемы. А на машине ты по лесу физически не проедешь. Ни физически, никак. Только по асфальту. Вот. Можно поэтому такая цена. Не знаю. Ну и тормозные диски, колодки, колеса стоят как на машине, блин. Даже и некоторые запчасти дороже стоят, чем, блин, на машине. Вот я тоже этого, блин, не пойму, блин, с какого фига, блин, такие цены на велосипед, блин. Все-таки я думаю, да, из-за вот этого, то, что в горы можно ездить. На машине ты в горы не поедешь, а на велосипеде, да. Скорее всего, поэтому цена такая. Но сейчас и простой велосипед стоит, такой горный, двухподвес, нормальный, 1150-200. Ну, может, не 200, но 150, 100%. $150 000, блин, капец. Это, блин, простой велосипед. А электрический вот новый стоит 350, 400, 500, 700. Смотря какая комплектация, блин. Миллион есть, 1 200 000. Не, ну за миллион тоже, конечно, перебор, блин. Ну за 500-700 тысяч еще как бы, да, куда не шло, можно отдать.